Сабах Хайролсен, Сайгда Сереже. Доброе утро, уважаемые телезрители. Камрадский государственный университет на протяжении 33 лет выпускает специалистов разных направлений. 22 июля в Гагаузском вузе выпускникам вручили дипломы об окончании высшего образования. Среди них специалисты музыкального отделения. Заведующая кафедрой культуры и искусства Камрадского государственного университета Татьяна Щеголева рассказала об успехах молодых людей и перспективах их трудоустройства. Сегодня в нашем Камрадском государственном университете совпали две прекрасные даты. Первая, мы сегодня выпускаем наших специалистов первого и второго циклов. И вторая дата, мы принимаем для обучения абитуриентов, то есть новых потенциальных наших студентов. И получается так, одни птицы от нас улетают в свободный полет, других мы берем на обучение, на воспитание. Вот. Кафедра культуры и искусств в этом году мы выпустили на первом цикле 10 студентов, и второй цикл магистратура «Музыкальное воспитание в поликультурной среде» мы выпустили 11 студентов. И хочется отметить, что все специалисты, работающие здесь у нас в музыкальной школе, в общеобразовательных школах, в колледже нашем педагогическом, в детских садах, уже практически работают наши выпускники, которыми мы очень гордимся. Кроме того, не могу не сказать, что среди наших выпускников есть уже и заслуженные учителя Гагаузии, есть номинанты в «Лучший учитель года». Наши выпускники также принимали участие. И не могу не отметить, что в прошедшем учебном году кафедра культуры и искусств открыла курсы повышения квалификации для преподавателей музыкального воспитания в системе образования. То есть система образования предполагает ранее школа, гимназия и музыкальные школы. То есть у нас было 24 слушателя, которые прошли курсы повышения квалификации. Кроме того, кафедра гордится нашими выпускниками, которые пополнили ряды профессиональных коллективов. Это заслуженный коллектив Республики Молдова, ансамбль песни и танца «Дюзова». В этом году отлично защитились и стали магистрами педагогических наук солист оркестра Иван Бабов, Илья Кюся. Единственный, первый и пока единственный преподаватель по классу Ная в Гагаузии, чем мы очень гордимся. На первом цикле закончили у нас обучение и работает уже в музыкальной школе Татьяна Железова, отличница наша, Лена Пачи, которая тоже отлично закончила и преподавала уже и в педколледже. Но сейчас я знаю, что девочки готовятся поступать в магистратуру. То есть, если мы говорим о высшем образовании, то сегодня высшее образование предполагает первый и второй цикл, чтобы оно было завершенное. А для тех, кто увлекается исследованиями научными в области музыкальной педагогики, есть и третий цикл. Ну, на третий цикл, конечно, это должны быть люди очень увлеченными исследованиями в области науки. Вот, так что будем надеяться, что, конечно, не могут быть все слушателями докторской школы, но будем надеяться, что хотя бы 1-2 человека должны все-таки идти на третью ступень в образовании. Наши студенты также принимали участие по программе Erasmus+, выезжали на слушательские курсы в Республику Турция, выезжали в Болгарию.
Вот, так что Камрадский университет предоставляет возможности не только учиться, но и получить профессиональный опыт по специальности за рубежом. Вот, для этого нужно в первую очередь, конечно, хорошо учиться и владеть как минимум гагаузским языком, молдавским языком, ну и английский язык тоже приветствуется. Поэтому для тех, кто жаждет знаний, кто учится хорошо, для них преграды нет. И открытые пути, можно сказать, обучение, старт берется в Камрадском университете, а опыт можно набирать и в странах Европы, и в странах Востока, и не только. Вот, поэтому сегодня, пользуясь случаем, хочу напомнить, что все, кто хочет поступать, постарайтесь сдать документы в первом туре, потому что первый тур будет проходить с сегодняшнего дня, с 22 июля по 29 июля. Вот. И все бюджетные места, которые есть, они всегда у нас распределяются вот именно в первом туре. Потому что если вы придете уже в августе, когда будет дополнительный набор объявлен, там уже мала вероятность того, что вы попадете на бюджетное обучение. Поэтому за эту неделю надо максимально собраться и сдать документы в Камрадский государственный университет. Ну и, конечно, говоря о нашем университете, с моей стороны будет некорректно, если я не скажу о других специальностях, потому что мы до сих пор говорили о музыкальном воспитании, но у нас в Камрадском университете есть факультет экономики, есть аграрный факультет, факультет национальной культуры, который готовит педагогов в различных областях. И, конечно, есть юридический факультет. Поэтому кто еще не определился, буквально начался обратный отсчет, вы должны все подумать хорошо и сдать документы, и успеть быть зачисленным в студенты в первом туре. Еще раз подчеркиваю, это очень-очень-очень важно. Материальная база, конечно, улучшается. У нас все аудитории, практически все, оснащены по последнему слову техники. Даже вот эта аудитория, которую вы видите, это музей музыкальных инструментов, который открыт вот уже в прошедшем, так скажем, учебном году. И обратите внимание, что это и музей, это и аудитория. То есть вы видите, что есть и экран, есть и доска, есть инструмент, очень современные мобильные столы и стулья, которые можно по желанию студентов, они их могут располагать так, как им удобно. Вот. Также практически все аудитории оснащены интерактивными досками, компьютерами. То есть здесь есть чему научиться и что взять, потому что важно желание учиться. Вот. И когда есть желание, студент берет все. Ну а если бывает, конечно, такое, что, допустим, человек ошибся адресом, он нигде не будет учиться. Кто не хочет учиться, он нигде не будет учиться. Вот. Но сегодня Камрадскому университету 33 года, возраст Христа, и мы можем гордиться своими выпускниками, которые сегодня у нас есть и политические деятели, и заслуженные работники культуры, есть заслуженные аграрии, заслуженные люди в области экономики. То есть кузница кадров – это звание Камрадский университет достойно несет. И действительно здесь воспитываются кадры для региона в первую очередь. Вот. Поэтому вы знаете, сколько специалистов, вот, в частности, наша кафедра выпускает, и все равно их не хватает. И все равно их не хватает. И сегодня вот буквально
в июне стало известно, что Министерство культуры совместно с Министерством образования они выработали положение, которое будет предполагать распределение выпускников не только в учебные заведения, но и в дома культуры. Вот, потому что мы об этом давно говорили, что в Доме культуры тоже должны работать люди с педагогическим образованием. Те же танцевальные кружки, вокальные кружки. Это тоже работа с детьми, это тоже педагогика, это тоже надо обладать определенными знаниями для того, чтобы работать с детьми. И вот в этом году дали 3 места для распределения в Дома культуры у нас. И надеемся, что в следующий учебный год количество этих мест возрастет. То есть это о чем говорит? Что у наших выпускников будет больше выбор. Будет больше выбор. Не обязательно, допустим, кто-то выберет школу, или, ну так скажем, не школу, а, скажем, образовательное учреждение, а кто-то выберет Дом культуры, где катастрофически не хватает специалистов. Сегодня говорить о музыкальной педагогике, о труде самого педагога-музыканта, да, педагог-музыкант, да, то есть мы говорим сейчас о музыкальной педагогике, то молодой специалист сегодня, если он выбирает распределение, предоставляемое министерством, вот, то государство ему выплачивает с этого года 200 тысяч лей подъемных, вот, при условии, что человек отработает 5 лет. Я считаю, что это очень хорошее подспорье. Кроме того, сама заработная плата, если раньше, так скажем, лет 15 назад начинающий специалист приходил, и зарплата была очень мизерной, то сейчас молодой специалист приходит, и в зависимости, там, во-первых, он должен иметь нагрузку минимальную 0,75 ставки, а может быть и больше получается, то это минимум 7 тысяч лей плюс подъемные. То есть это нормально. Кроме того, педагог, музыкант, если мы говорим, да, педагог-музыкант, они востребованы везде. И часовая нагрузка, которую имеют преподаватели, она позволяет где-то дополнительно еще применять себя в области исполнительства. То есть человек может и преподавать, но он может при наличии свободного времени своего, он может еще подрабатывать, допустим, в музыкальном коллективе творческом. Вот, то есть у нас сегодня есть дюзова, у нас сегодня есть кадынжа, у нас сегодня есть духовой оркестр, у нас есть образцовые коллективы, которые тоже оплачиваются. То есть вот эта музыкальная педагогика, она дает возможность реализовать себя во многих направлениях. Поэтому у нас мало наших выпускников, кто не востребован и кто, допустим, из-за того, что он не нашел работу, вынужден уехать. Нет. Кафедра успешно прошла аккредитацию в этом году, и мы готовили статистику в отчете своем, и мы практически связались с многими, с большей частью наших выпускников, и обнаружили, что практически все находятся в стране. Потому что у нас есть выпускники и Гагаузии, и Когульский район, и Кантемирский район, и Приднестровье, и Дубасарский район. То есть мы, как-то не задаваясь целью, но вот готовя отчет, мы обнаружили, что практически основная масса наших выпускников работает по специальности и работает в республике. То есть это очень важно, это очень важно. Вот. И, конечно, используя вот этот региональный компонент, который и само, так скажем, географическое положение нашего университета, с гагаузской культурой знакомятся, с гагаузской историей, с гагаузским языком, там, насколько это возможно, знакомы и наши студенты из других районов Молдовы.
Вот, то есть сначала для них это может быть как-то необычно, а как мы будем учить язык, а как мы будем... Я говорю, ну, историю гагаузского народа, обучаясь в государственном университете в городе, в Камрате, да, вы должны знать, познакомиться хотя бы с ней. Ну и гагаузский язык тоже, чтобы вы, находясь у себя там дома, могли рассказать об этом. Потому что если сегодня мы говорим о возрождении гагаузского языка и культуры, да, мы его возрождаем здесь. Но многие районы Молдовы даже не знают. Даже не знают о гагаузах, не знают, кто они такие. Поэтому мы стараемся кафедрой, все педагоги, и приобщаем к этому студентов к участию в международных конференциях. И темы наших статей научных, они все посвящены музыкальной педагогике именно в Гагаузии, что касается нашего региона. Темы дипломных работ, темы магистерских диссертаций. Если мы будем говорить сейчас о названии тематики, все связано с Гагаузией, все связано с музыкальной педагогикой здесь, в Гагаузии. Вот, поэтому я думаю, что со временем, хотя, может быть, кто-то говорит, что не развивается, гагаузский язык, культура развивается. Не так быстро, как хотелось бы, но развивается, поверьте мне, и все будет хорошо. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем выпускникам. Поступайте в наш Камрадский государственный университет. Сегодня, с 22 июля, начался прием документов, началась приемная кампания в добрый путь, добрый час.